Чечня, 1794 год. Маленький горный аул был охвачен траурным безмолвием. Несколько дней назад в Чечню пришла печальная весть. Лидер горцев, имам Кавказа, бесстрашный и победоносный Ушурма, сын Шаабаза, известный как шейх Мансур, умер. Не погиб, не убит, не сражен в бою, а умер в Шлиссельбургской крепости после 3 лет заточения. От болезней, от одиночества. Трагическое известие мгновенно облетело каждый уголок Чечни. Соболезнуя друг другу, новость передавали из уст в уста, от села к селу, от деревни к деревне, пока нынешним утром не добралась сюда, в крохотное, опоясанное горным хребтом поселение. Местные жители в скорбном молчании продолжали заниматься своими делами, хмуря лица при виде соглядатая волосного старшины. Кто-то из крестьян медленно толкал перед собой плуг, другой вяло рыхлил землю мотыгой, третий сидел с глиной в руках, уставившись на гончарный круг, а многие и вовсе не вышли из своих домов. Каждый сельчанин понимал, что символ сопротивления, который на протяжении долгих лет вдохновлял отважных юношей на борьбу за свободу, навсегда погас. Но больше всех опечален был крестьянин Эди. Мрачный, погруженный в себя, хромая, бродил он по аулу, бросив все дела, периодически приговаривая: «Так не должно происходить, воины так не умирают». Не тревожило его больше подагра, не беспокоило возможное отсутствие урожая и совсем не радовало рождение прошлой ночью его первенца. Ближе к вечеру, терзаемый чувством бессилия, Эди пришел домой, поздоровался с пожилой матерью, на еду даже не взглянул, только бросил пару дров в печь и прошел в комнату, где в кровати жена кормила его новорожденного сына. Не обращая на них внимания, Эди подошел к окну и стал наблюдать за закатом. «Муж», — тихо, почти шепотом обратилась к нему жена, — «мы все скорбим, нам всем тяжело, вся Чечня оплакивает его». Она замолчала, подбирая нужные слова. Эди нахмурился, но ничего не ответил. Жена продолжала: «Но на то воля Аллаха, а нам остается только помнить. Если человека не предавать забвению, он будет жить вечно». «Прекрати, женщина!» — резко перебил ее Эди. «Не смерть имама отравляет мне душу и разум. Он был воином и должен был умереть как воин, на поле боя, с кинжалом в руке, с воинственным кличем на устах, а не в тюрьме, от голода, тоски, страданий и мучений, подобно дикому зверю, запертому в клетке. Но и не это является причиной печали в моем сердце, ибо нет у меня сомнений, что история воздаст имаму Кавказа все почести сполна. Я скорблю о другом». Последнюю фразу Эди сказал тихо, со всем смирением. Солнце уже скрылось за горами, и в небе появились первые звезды. Опираясь на здоровую ногу, Эди пристально вглядывался в утопающий во мраке небосклон, будто надеялся разглядеть в сумерках искорку надежды. «С последними лучами солнца угасла величайшая эпоха в истории нашего народа», — спокойно сказал он. «Наступила долгая ночь, и рассвета не будет никогда». Голос Эди становился тверже. «Век героев прошел. Грядет время дряхлых стариков и беззащитных крестьян, бесчестных старейшин и сладкоречивых чтецов, лживых проповедников и продажных имамов. Это времена мужчин в платьях и скверных женщин, времена лицемеров и подлецов, жалких рабов и гнусных предателей». Тон Эди стал выше. Почти рыча он продолжал: «Лучшие мертвы, а худшие живы. По земле нашей свободно разгуливает урус, размахивая шашкой. Муллы читают проповеди, писанные в казачьих уездах. Старосты выстраиваются в очередь с доносами на самых близких. Глупые юноши, распираемые фальшивой гордостью, щеголяют в царских мундирах. А наши дети будут прислуживать тем, кто убивал наших отцов. Наступает темнота, в которой канут в безвестность имена предков и подвиги героев. И не разбудит нас на рассвете орлиный крик, созывая лучших сынов на бой, не заиграет мелодия острой стали, не подымет вихрь топот тысяч коней, не прозвучит с самой высокой горы боевой клич. Не услышим мы больше илли о славных деяниях храбрых мужей, о яростных и ожесточенных сражениях с превосходящими силами противника, о доблестном прорыве конницы сквозь плотные ряды врага. Не будут воспетых онохой, что ежедневно начищали до блеска свою честь и отдавали жизнь, сладострастно идя навстречу смерти.
Никто более не поднимется, разбив оковы. Никто не научит нас гордо жить, свирепо сражаться и храбро умирать. И никогда не услышим мы призыв за свободу, что веками наполнял сердца наших отважных предков неистовым бесстрашием, сплачивая их в одно целое, объединяя в несокрушимую мощь, наводившую ужас на всякого, кто встанет у нас на пути. Наконец, Эдди перевел дух и совсем паник, словно исчерпанный сосуд. В его глазах блеснули еле заметные слезы. «Нет, жена, вовсе не храброго имама Кавказа я оплакиваю», — тихо сказал он, «а мою бедную, истерзанную, измученную, но никогда не преклонявшую колено Чечню, которая умерла в ту ночь вместе с шейхом Мансуром». После этих слов Эдди ничего не добавил. Он продолжал вдумчиво смотреть в окно, за которым медленно поднималась луна. Тихое потрескивание дров глиняной печи дополняло траурную атмосферу, царившую как в доме Эдди, так и во всем ауле. После недолгой паузы он впервые посмотрел на своего первенца. «Я знаю, в честь кого назову моего сына». Розовый пухлый младенец лежал на руках матери, хлопая еще не до конца раскрывшимися глазками. «Ты опоздал», — робко ответила жена, боясь задеть этими словами мужа. Нана уже дала имя ему. Эдди фыркнул и снова отвернулся к окну. «Всего-то хотел дать сыну имя воина», — сказал он с досадой в голосе, «в память о великом человеке, а не гончара и кожевника». Воистину прошел век героев. Эдди помолчал минуту, всматриваясь в ночь, потом вздохнул и, смягчив тон, спросил: «Ну и как его зовут?» Она немного смутилась, заметив переменчивость настроения мужа, и чуть заметно улыбнулась. В небе, наконец, взошла полная луна, свет от которой заполнил темную комнату. Где-то неподалеку, впервые за несколько лет, тихо завыл волк. Жена посмотрела на малыша, погладила его крохотный лоб и спокойно ответила: «Его зовут Байсангур».